В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее. Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня в этой студии кандидат политических наук, крупнейший исследователь крымско-татарского национального движения Гульнара Бекирова. Гульнара ханум, салям алейкум. Алейкум салям, Сергей. И мы собрались для того, чтобы поговорить о крымско-татарском национальном движении, о возвращении крымско-татарского народа из мест депортации и об первых годах обустройства на вновь обретенной родине. Ну, начнем мы, конечно же, с той самой точки, на которой мы оставили крымских татар в прошлый раз, в середине 50-х годов, как бы крымских татар перестали считать поголовно преступниками и отменили режим спецподселения, но возвращаться в Крым им все равно не разрешили. Вот как в 50-х, 60-х годах развивалось крымско-татарское национальное движение там, в местах изгнания? Ну, во-первых, надо, конечно, сказать, что тема необъятная, и все-таки нужно начать и остановиться, наверное, в начале на докладе Никиты Сергеевича Хрущева на 20-м съезде партии в феврале 1956 года, где впервые было сказано о несправедливости, допущенной по отношению к депортированным народам. Появившийся вскоре указ высшего органа советской власти от 28 апреля 1956 года о снятии ограничений по спецпоселению с крымских татар, балкарцев, турок, граждан СССР, курдов, кимшилов и членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны, отменил режим спецпоселений упомянутых народов и освободил их от административного надзора. Однако снятие этих ограничений не влекло возвращения имущества, конфискованного при выселении, а также, что, конечно же, самое главное, возвращение в места, откуда люди были выселены. Скажу, что аналогичные указы были приняты и в отношении других депортированных народов, наиболее активные представители которых стали обращаться в высшие государственные органы с просьбой о возвращении их народов в места прежнего проживания. То же случилось и с крымско-татарскими активными, по сути, лидерами того периода. В одном из первых таких обращений, это письмо 5 крымско-татарских коммунистов, адресованном членам президиума ЦК КПСС и лично члену президиума Михаилу Суслову, ставился вопрос о возвращении крымских татар на родину, восстановлении крымской автономии в составе УССР, тогда уже Крым был передан в состав Украины, а также о возврате или компенсации за оставленное при выселении имущество. Официальный ответ на это письмо мы обнаруживаем в информации заместителя заведующего отделов парторганов ЦК КПСС по союзным республикам Пигалёва и завсектором отдела парторганов ЦК КПСС по союзным республикам Макарова. Это письмо датировано, или обращение датировано 26 октября 1956 года. И в документе говорится о хорошем уровне жизни крымских татар, о том, что передовики поощряются, выдвигаются на партийную руководящую работу, и что в принятом 5 сентября 1956 года постановлению Бюро ЦК КП Узбекистана намечены меры по развитию национальной культуры крымских татар. Настроение у рабочих и колхозников крымских татар, я цитирую, хорошее, но что касается вопроса о восстановлении крымской автономии в составе Украинской ССР, то его поднимают не рядовые люди, а бывшие руководящие работники и часть интеллигенции. В связи с письмом 5 крымско-татарских коммунистов отдела парторганов ЦК КПСС были даны поручения ЦК КП Узбекистана провести дополнительную работу среди крымских татар, что снятие
с них режима спецпоселений не дает права на возвращение в районы прежнего места жительства и конфискованное у них имущество, а также дать необходимые разъяснения бывшим руководящим работникам Крыма. Ключевой документ данного периода – это, конечно же, постановление Политбюро ЦК КПСС, которое было принято 24 ноября 1956 года под названием «О восстановлении национальных автономий калмыцкого, карачаевского, балкарского, чеченского и ингушского народов». В связи с выходом этого документа началась репатриация этих народов. Крымские татары, немцы, турки, месхетинцы такой возможности не получили. И крымско-татарские коммунисты вновь начали предпринимать теперь уже более настойчивые попытки встретиться с высшим политическим руководством страны. Так, например, нам известно, что в июле 1957 года на имя первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева было направлено письмо 26 крымских татар с просьбой о встрече. Добиться встречи не удалось, но петиционная активность крымских татар была отмечена отделом парторганов ЦК КПСС. К осени 1957 года национальное движение крымских татар уже обрело массовый характер. На предприятиях по месту жительства возникает сеть так называемых инициативных групп крымских татар. Первоначально они создавались для сбора подписей под петициями, а в дальнейшем стали такой весьма удивительной, уникальной даже в советских условиях формой социальной мобилизации, позволившей добиться легализации несанкционированной общественной активности. Высшие органы власти в этот период были направлены петиции, подписанные десятками тысяч человек, также тысячи индивидуальных писем. Наконец, активисты национального движения добились встречи с членом президиума ЦК КПСС, заместителем председателя Совета министров СССР Анастасом Микояном. Это случилось в марте 1958 года. Он заверил их, что крымско-татарский вопрос будет вскоре решен, и он будет об этом лично докладывать Хрущеву. Конечно же, понятно, что Анастас Иванович человек очень гибкий и умный. От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Совершенно верно, который, в общем, имел огромнейший, наверное, самый большой опыт жизни в коммунистической в ЦК и Компартии. Он нашел правильные и нужные слова для активистов, но то, о чем, конечно же, знают только партийные документы, он не преминул немедленно перезвонить в ЦК КП Узбекистана, и вскоре уже была проведена беседа с теми людьми, кто направился к товарищу Микояну. Мы знаем, что были некие такие репрессии по партийной линии. В общем, авторам письма разъяснили, что крымско-татарский вопрос решен постановлением ЦК КПСС от 24 ноября 1956 года. Таким образом, в судьбе крымских татар ничего не изменилось. В 1959 году было направлено еще одно обращение в ЦК КПСС. Оно было подкреплено 10 тысячами подписей. В марте 1961 года поступила новая петиция, теперь же в президиум ЦК КПСС. Под ней было уже, только вдумаемся, 18 тысяч подписей крымских татар. Начиная с 1964 года в Москве действовало неофициальное представительство крымских татар, которое занималось систематизацией и передачей в правительственные учреждения писем и обращений. Инициативные группы выпускали и распространяли информации, в которых сообщалось о количестве сданных документов, о встречах с высшими должностными лицами государства. Но, конечно же, эта деятельность была, такая сугубо легалистская, и это объясняется, конечно же, тем, что руководители движения, люди в основном старшего поколения, стремились придать движению подчеркнуто лояльный к советской власти и идеологии характер. Народные представители получали мандаты, документы, подтверждавшие их полномочия.
И вместе с тем в 60-х годах уже все большую роль в движении начинают играть молодые люди, выросшие в Средней Азии, совсем не имевшие опыта советской карьеры, но с детства испытавшие бесправие, произвол властей, и они были настроены, конечно же, куда более радикально. И то, что старшие называли ошибками советского руководства, молодежь называла преступлением. И, конечно же, мы сразу же должны сказать о процессах 1961 года Шевкета Абдурахманова и Энвера Сеферова, первый процесс Мустафы Джемилева 1966 года, разгром так называемого Союза крымско-татарской молодежи 1962 года, и Марата Амерова и Ситамзу Умерова тогда посадили. Летом 1965 года борьба за возвращение в Крым приобретает новое качество. К петиционной кампании прибавились массовые уличные выступления. Так, в августе 1965 года более 1000 крымских татар собрались у здания горкома партии в Бекабаде, чтобы спросить у первого секретаря ЦК КП Узбекистана Рашидова, когда будет объявлено решение по крымско-татарскому вопросу. Для разгона демонстрации власти применили силу. И таких демонстраций было до принятия указа 1967 года несколько, и все они были разогнаны властями и сопровождались массовыми арестами участников. Я только тут напомню нашим слушателям, что за 3 года до этого, 1962 год, Новочеркасск, разгром рабочего шествия против повышения цен на продукты питания и несколько десятков убитых. Так что советская власть даже при Хрущеве в этот момент, а уже после Хрущева и в начале Брежнева, отнюдь не была такой мягкой и пушистой, как это сегодня некоторым представляется. И теперь, конечно же, очень важный год, 1967-й, когда был принят вот этот самый указ высшего органа власти, который на долгие годы определил судьбу крымских татар. 21 июля 1967 года состоялся прием делегации активистов движения представителями политического руководства страны. Характерно, что этот прием вел председатель КГБ Юрий Андропов. А во встрече участвовали Михаил Георгадзе, секретарь Президиума Верховного Совета, министр внутренних дел Щелоков, генеральный прокурор СССР Руденко. То есть, как сейчас бы сказали, силовики. Андропов сообщил, что вскоре будет издан указ о реабилитации, а вопрос о возвращении народа в Крым требует дополнительного изучения. И партийные решения от постановления Политбюро ЦК КПСС 17 августа 1967 года было принято, и в нем говорилось, что крымские татары укоренились в местах нынешнего жительства. Вскоре было опубликовано и решение, указ Президиума Верховного Совета СССР номер 493 от 5 сентября 1967 года о гражданах татарской национальности, ранее проживавших в Крыму. Он отменял решения высших органов власти в части, содержавшей огульные обвинения в отношении граждан татарской национальности, проживавших в Крыму, но утверждал, что они укоренились на территории Узбекской и других союзных республик. В постановлении номер 494, которое следовало непосредственно за указом, говорилось о том, что граждане татарской национальности, члены их семей, пользуются правом, как все граждане СССР, проживать на всей территории Советского Союза в соответствии с действующим законодательством о трудоустройстве и паспортном режиме. Как оказалось, вскоре оговорка насчет паспортного режима заключала в себе подвох, поскольку предполагало создание административных препятствий на пути в Крым. К концу сентября 1967 года в Крым прибыло около 2000 крымских татар, однако практически никто из прибывших прописан не был. Таким образом, указ не решал крымско-татарскую проблему, а только имитировал ее решение. Еще одна веха развитие национального движения этого периода, весна 1968 года, когда началось тесное взаимодействие демократического и крымско-татарского движения. На банкете, устроенном представителями крымско-татарского движения в честь писателя Алексея Костерина, Петр Григоренко призвал крымских татар не замыкаться в узконациональной скорлупе и посоветовал обращаться за помощью к советской и мировой общественности. И тогда же было решено провести массовую манифестацию с требованием возвратить крымских татар на родину, возродить Крымскую АССР.
Состоявшаяся 21 апреля 1968 года в Черчке Ташкентской области демонстрация или манифестация была жестоко разогнана властями. 10 ее участников позднее предстали перед судом. Что очень важно, впервые в истории крымско-татарского движения подсудимых защищали по инициативе Петра Григоренко московские адвокаты, такие как Софья Калистратова, Леонид Попов, Юрий Поздеев, Владимир Рум. 17 мая 1968 года в Москве состоялась демонстрация, приуроченная к очередной годовщине депортации. И для участия в демонстрации в Москву прибыло около 800 представителей крымских татар. Большинство участников, в том числе женщины и ветераны войны, были избиты милиционерами, сотрудниками КГБ и отправлены под конвоем в поезда и затем в места проживания. И таким образом в 68-70 годах прошли процессы над теми, кто открыто критиковал указ 67 года, и несмотря на кампанию выселения из судов по обвинению в нарушении паспортного режима, в 67-70 годах в Крыму поселилась, это официальная цифра, 3026 крымских татар, некоторые из них пройдя через одно или несколько выселений. Это радио «Крым Реалии», крымская история в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, скоро продолжим. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». У меня в гостях Гульнара Бекирова. Итак, первая попытка выбить выбить признание того, что крымские татары невиновны, закончилась с переменным успехом. Да, советская власть говорит, конечно, вы невиновны, но назад мы вас все равно не пустим. Вот после осознания этого факта в 70-е, 80-е годы как развивалось крымско-татарское национальное движение? Давайте немного все-таки начнем со структуры, и должна заметить, что структура не изменилась. Как и в 60-х, в этот период, то есть в 70-х и 80-х, инициативные группы национального движения оставались формой организации. Их деятельность также находила отражение в крымско-татарском самиздате, информациях, отчетах. Экземпляры этих изданий, таких самиздатских, понятное дело, направлялись в партийные и правительственные органы, государственные учреждения и, конечно же, массово распространялись в крымско-татарской среде, и практически в каждой крымско-татарской семье хранились эти самые документы. То есть это был по-настоящему массовый источник. Инициативные группы занимались также информированием крымско-татарского населения, подготовкой и проведением собраний, митингов, сбором подписей, денежных средств для отправки делегатов в Москву, помощь семьям политзаключенных. Это так же, как и сегодня, было частью деятельности этих самых инициативных групп. Но, конечно же, нельзя не сказать, что масштабы этой деятельности уже были не столь велики, как в 60-х, и это позволило исследователям обозначить данный период в развитии национального движения как кризис или новый виток развития в условии реакции. В 70-х годах активизация работы карательных органов любыми способами, стремившихся разобщить национальное движение, способствовала отходу от интенсивной деятельности большого числа его участников. Неудачные попытки части крымско-татарской общины обосноваться в Крыму, ожесточенные репрессии против инициативников породили у многих ощущение бессмысленности борьбы с государственной машиной. И, конечно же, нужно сказать, что определенные успехи имела продолжавшаяся в Узбекистане политика укоренения, включавшая в себя такие меры социального подкупа, как продвижение по службе, снятие негласных запретов, связанных с получением образования по доселе недоступным для крымских татар специальностям. Это специальности гуманитарного цикла. Юриспруденция, государственное управление, история. Но, тем не менее, инициативные группы продолжали составлять и отправлять письма и обращения в адрес руководства страны. И, конечно же, нужно заметить, что их количество, как и число подписей под ними, существенно сократилось.
Появились, ну, скажем так, различные течения в рамках национального движения. Ну, например, многие активисты движения предпринимали настойчивые попытки явочным порядком обосноваться на родине. И, конечно же, нужно заметить, что представители старшего поколения, такие, как назову их имена, это очень важные люди для истории движения, Джибар Акимов, Амза Аблаев, Мустафа Халилов, осознававшие происходящий спад, сосредоточились на воспитании молодежи, с которой были связаны их главные надежды. Поколение же, вышедшее на первый план в 70-х, в большинство своем было идеологически близким к демократам или к правозащитникам и считало необходимым продолжать давление на власть. Конечно же, мы знаем имена Мустафы Джемилева, наиболее яркого представителя этого течения в национальном движении. Конечно же, обязательно нужно вспомнить добрым словом Ришата Джемилева. Это и ныне здравствующие Эльдар Шабанов, Айше Сейтмуратова. То есть люди, которые уже не верили в то, что можно вот таким самым петиционным путем и просьбами, и просительными какими-то заявлениями, обращениями добиться у власти возвращения на родину. Несмотря на противоречия и различия тактик, национальное движение в 70-х еще сохраняло единство, хотя рождение последнего крупного всенародного документа, движением кассационного заявления, сопровождалось серьезными дискуссиями. Все-таки немного подробнее, наверное, стоит сказать об этом крупном документе. Основным требованием, адресованного Леониду Ильичу Брежневу кассационного заявления, была отмена всех законодательных актов, касающихся крымских татар, изданных с 1944 по 1976. Говорилось о том, что в случае невыполнения требования решить крымско-татарский вопрос, народ оставляет за собой право обратиться в Международный суд в Гааге. Ну, представляете, да? Все-таки уровень апелляции, когда уже люди отстаивают свои права такими аргументами, да? Экземпляры кассационного заявления отправлялись в Москву по почте с обратным адресом одного из подписавших. Всего было собрано около 14 тысяч подписей. Представителям народа, отправившимся в Москву за ответом в августе 1977 года, в ЦК КПСС было заявлено буквально следующее. Крымско-татарский вопрос решен указом от 5 сентября 1967 года, и только кучка людей искусственно будоражит народ. Как нам это знакомо, не правда ли? В 70-х годах, благодаря усилиям правозащитных ассоциаций, в частности, инициативной группе по защите прав человека в СССР, Комитета прав человека, Московской и Хельсинской группы, борьба крымских татар за свои национальные права постоянно была в фокусе внимания мировой общественности. Все аспекты национальной проблемы крымских татар освещал правозащитный бюллетень «Хроника текущих событий». Начало было положено публикацией во втором выпуске в июне 1968 года обращения крымско-татарского народа к мировой общественности. А ее 31 выпуск, который датирован маем 1974 года, как мы понимаем, это 30-летие депортации. Так вот, этот самый 31 выпуск был полностью посвящен крымским татарам. Обязательно нужно сказать о том, что участие в движении крымских татар было одной из причин заключения Петра Григорьевича Григоренко в психиатрическую больницу. Обязательно нужно вспомнить добрым словом Илью Габая, который также был осужден и долгие годы, вплоть до своего ареста в 80-м году, наиболее тесно с активистами национального движения был связан Александр Павлович Лавут. И, конечно же, Андрей Дмитриевич Сахаров, святой человек для крымско-татарского национального движения. В своей Нобелевской лекции в декабре 1975 года он говорил о дискриминации сотен тысяч крымских татар, до сих пор лишенных права вернуться на родную землю. В сентябре 1977 года, после почти годового перерыва, возобновились насильственные выселения из Крыма и новые процессы по обвинению в нарушении
паспортных правил. Я напомню, что наиболее смелые, отчаянные, патриотичные крымские татары продолжали предпринимать попытки обосноваться на исторической родине. В 1978 году, в июне, в знак протеста против преследований крымских татар в Крыму подверг себя самосожжению Муса Мамут, которому угрожали повторным привлечением к суду по статье за нарушение паспортных правил. Похороны Мусы Мамута показали, что он превратился в настоящий символ движения крымских татар за возвращение на родину и стал восприниматься как национальный герой. Но результат всего этих героических попыток, результаты, к сожалению, пока были неутешительные. 15 августа 1978 года было принято постановление Совета министров СССР номер 700 о дополнительных мерах по укреплению паспортного режима в Крымской области, узаконившее административные выселения из домов и удаление непрописанных семей из Крыма. Итак, в конце 70-х, первой половине 80-х крымско-татарское национальное движение переживало по-настоящему тяжелый период. Были арестованы и осуждены практически все наиболее влиятельные его деятели. Мустафа Джемилев, Ришат Джемилев, Ролан Кадыев, Эльдар Шабанов, Юрий Османов, многие-многие другие. Айше Сейтмуратову под угрозом третьего ареста выдавили в эмиграцию, где она приложила немало усилий, чтобы познакомить зарубежную общественность с национальной проблемой крымских татар. Последний всплеск движения в предперестроечные годы пришелся на 1983 год. В Крыму был издан информационный бюллетень инициативной группы крымских татар имени Мусы Мамута. Похороны ветеранов национального движения Бекира Османова в Крыму в мае 1983 года и Джипара Акимова в Узбекистане в июле 1983 года вылились в настоящие политические манифестации. Ну и теперь, собственно говоря, 80-е. Многие десятилетия... Ну так, чтобы не сильно забегать на конец перестройки и массовое возвращение. Да, вот начало перестройки, потому что это все-таки такая важная веха, потому как перестройка в принципе наступила, так называемая политика перестройки была объявлена, но на самом деле крымско-татарская проблема, которая относилась к застарелым хроническим болезням советского режима, вовсе не планировалось каким-то образом властями ее решать. И к началу перестройки в тюрьмах и лагерях оставались осужденные еще в застойные годы активисты движения Мустафа Джемилев, Исмаил Белялов, Юрий Османов, Джилял Челебиев, но появились и новые политзеки, что интересно. В конце 1985 года, то есть, понятно, да, уже Горбачев у власти, в Ташкенте были арестованы Ришат Аблаев и Синавер Кадыров по стандартному обвинению в составлении и распространении документов, порочащих государственный и общественный строй. Им инкриминировались документы и материалы по национальному вопросу крымских татар, в частности, информационный бюллетень инициативной группы крымских татар имени Мусы Мамута. Приговор был вынесен в марте 1986 года Ташкентским городским судом. Оба получили максимально возможные по этой статье сроки заключения 3 года лагерей общего режима. Юрий Османов не был освобожден из мест заключения, как ожидалось, в декабре 1985-го его перевели в Благовещенскую спецпсихбольницу. Не вышел на свободу и Мустафа Джемилев. Его лагерный срок должен был закончиться 10 ноября 1986 года. Ему было предъявлено новое обвинение по статье «Злостное неподчинение законным требованиям администрации мест лишения свободы». Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. С 30 ноября 1986 года Джемилев находился в состоянии голодовки. Друзья и родственники объявили, что в знак солидарности каждый день нового срока будет отмечен голодовкой одного из них. А на состоявшемся в декабре 1986 года в Магадане суде в обвинительном заключении ему инкриминировалось 29 эпизодов. Приговор 3 года лишения свободы условно с 5-летним испытательным сроком и освобождение из-под стражи в зале суда. Подытоживая,
конечно же, очень важно сказать, что вот этот самый объявленный в стране новый политический курс никак не повлиял на вопрос о прописке крымских татар в Крыму. Наоборот, как сообщал правозащитный бюллетень «Вести из СССР», цитирую, «В Крыму значительно ужесточилось преследование крымских татар, пытающихся возвратиться в Крым и обосноваться там. ЗАГСы отказываются регистрировать браки, если один из супругов проживает за пределами Крыма. Продолжаются выселения крымских татар за пределы области». Но для крымско-татарского национального движения, тем не менее, начался новый этап, и мы должны перейти, конечно же, к апрелю 1987 года. Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернемся в эфир. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко». На самом крымском в мире радио «Крым Реалии» мы говорим с Гульнарой Бекировой о том, как крымские татары наконец получили возможность вернуться на свою историческую родину. Вот это вот, драматическое, счастливое четырехлетие с 87 по 90 год. Как разворачивался этот процесс, почему наконец удалось сломать административную систему, с какими трудностями сталкивались переселенцы и как решался вопрос с имуществом, теперь уже накопленным в Узбекистане? Опять-таки, очень большая тема, обширный вопрос, но, тем не менее, значит, перестройка уже идет, и национальное движение понимает, активисты и наиболее такие опытные участники движения понимают, что у крымских татар новый шанс, и с этим связан подъем национального движения. 11-12 апреля 1987 года в Ташкенте в доме патриарха национального движения Мустафы Халилова состоялось первое всесоюзное совещание инициативных групп национального движения. Участниками совещания был принят текст обращения крымско-татарского народу генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву. В обращении излагались основные требования народа, приводился список выдвинутых совещанием 16 народных представителей для встречи с руководством страны о положении крымских татар. Было решено отправить Горбачеву текст данного обращения, скрепив его подписями участников Всесоюзного совещания, а затем начать под ним сбор подписей соотечественников. Предусматривалось также отправить в Москву многочисленную народную делегацию. Если через месяц после передачи текста обращения названные в нем представители не будут вызваны в Москву для приема на высоком уровне и не будет существенных сдвигов в решении проблемы крымских татар. Были определены и задачи делегатов в столице. Они должны были не только добиваться приема руководством ЦК КПСС, но и широко информировать общественность о национальной проблеме крымских татар. Для создания координационной группы национального движения и проведения работы на местах были избраны еще 20 представителей, которые вместе с выбранными ранее 16 активистами составили центральную инициативную группу, так называемую ЦИК. Я не случайно столь подробно останавливаюсь на вот этих вот структурных каких-то моментах, чтобы наши слушатели понимали, что крымско-татарское национальное движение на тот момент было уже чрезвычайно хорошо организовано, и последующие там какие-то представительные структуры, по сути, являются следствием вот этой самой организованности и деятельности крымско-татарского национального движения предшествующего периода. Итак, 18 мая 1987 года, в день очередной годовщины депортации крымских татар, Бекир Умеров
житель станицы Крымской Краснодарского края, объявил голодовку, добиваясь того, чтобы Горбачев принял делегацию из 36 представителей крымско-татарского народа, избранных на встрече в Ташкенте в апреле 1987 года. И, как вспоминал позднее сам Бекир Умеров, его решению о голодовке, продлившийся месяц, предшествовала поездка в марте 1987 года группы крымско-татарских активистов в столицу, где они еще раз напомнили властям о существующей крымско-татарской проблеме. Главным итогом той поездки, по словам Бекира Умерова, стало осознание того, что демократизацию и гласность нужно делать самим, а не ждать этого сверху. И личность Бекира Умерова и его брата Ильми Умерова, она очень подробно освещается Крым реалиями, и буквально несколько дней назад вышло, на мой взгляд, блистательное интервью с Бекиром Умеровым. Он не очень часто там дает интервью там, в силу разных обстоятельств, видимо, и причин, но это было чрезвычайно содержательно, и я очень рекомендую слушателям Крым реалии прочесть его на сайте. Итак, с 20 июня 1987 года началось прибытие крымско-татарских делегатов в Москву. И теперь мы уже это знаем, события надвигались поистине эпохальные. И было понятно, что крымские татары настроены чрезвычайно решительно, и дальнейшие события показали, что это действительно так. Ну, буквально два слова опять-таки о структурных моментах, что с провозглашением курса перестройки в 1985 году начинается новый подъем в национальном движении, и он приходится на 1987-1989. Возникают политические течения. ОКНД, так называемая Организация Крымско-татарского национального движения, которая была создана на основе Центральной инициативной группы, и НДКТ, Национальное движение крымских татар. Это, скажем так, те люди, кто, можно сказать, там, придерживался, взглядов в тактическом смысле несколько иных, чем представители ОКНД. В 1978-89 годах под давлением непрекращающихся акций крымских татар, выступлений в печати известных представителей российской интеллигенции, таких как Сергей Боруздин, Евгений Евтушенко, Булат Акуджава, Анатолий Приставкин, власти вновь были вынуждены вернуться к крымско-татарской проблеме. И в мае-июне 1989 года группа крымских татар встречалась с народными депутатами, собравшимися на первый съезд народных депутатов СССР. Депутатам тогда были розданы пакеты документов о бесправном положении крымско-татарского народа. И, конечно же, 1987 год. Важнейшие события для того, чтобы крымские татары и их, скажем так, проблема стала известна во всем мире, развернулись в Москве, но это отдельная, конечно же, огромная тема, мы не уложимся здесь ни в какие рамки, но, конечно же, демонстрации на Красной площади и эти 2 с лишним месяца, когда крымские татары из всех регионов своего проживания, меняя друг друга, находились, что называется, в центре или в сердце советской родины, и буквально там вся Москва сотрясалась от вот этих самых митингов, демонстраций. Конечно же, это веха в истории национального движения, несмотря на то, что в начале августа, внешне это, конечно, выглядело как поражение, крымско-татарские активисты были, что называется, депортированы из столицы. Тем не менее, тогда проблема крымских татар стала известна во всем мире. Но, забегая вперед, скажу, что в мае-июне 1989 года, когда уже в стране продолжалась та самая демократизация, о которой мы все так хорошо знаем и много в тот период слышали, и все об этом говорили. Депутатам были на первом съезде народных депутатов розданы пакеты документов о положении крымских татар. И после погромов домов турок-месхетинцев и крымских татар 7 июня 1989 года в Ферганской долине сотни семей крымских татар оказались в положении беженцев.
17 июня 1989 года в Ташкенте был создан региональный штаб Среднеазиатского совета ОКНД по ферганским событиям и комитет по проблемам беженцев в Крыму. После 4-дневной демонстрации крымских татар-беженцев из Ферганской долины перед зданием Крымского обкома КПУ в Симферополе, это конец июня 1989 года, с требованием обеспечить их жильем и работой в Крыму, их вопрос был решен положительно. В августе 1989 года, еще одна веха, возник первый палаточный городок на самовольно захваченном крымскими татарами земельном участке в Бахчисарайском районе. В дальнейшем самострои или самозахваты происходили постоянно. Ну, крымские татары, естественно, называют эти так называемые самозахваты самовозвратами. Конечно же, необходимо сказать и о важнейшем документе этого периода. 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял декларацию под названием «О признании незаконными и преступными репрессивных актов». Репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению. А 2 недели спустя, 28 ноября 1989 года, одобрил выводы и предложения созданной им комиссии. Этот документ предусматривал полную политическую реабилитацию крымско-татарского народа и отмену нормативных актов репрессивного и дискриминационного характера. Признавал законным правом крымско-татарского народа возвращение в Крым, воссоздание автономии Крыма как многонационального образования, осуществление пересмотра дел, возбужденных за участие в крымско-татарском национальном движении. И еще множество позитивных мер было принято. Говорилось о том, что необходимо это сделать. Для реализации данных предложений была образована новая очередная комиссия Верховного Совета СССР, но ее работу прервал распад Советского Союза. Уже к 1 мая 1990 года в Крыму насчитывалась официальная цифра 83 116 крымских татар. Из них 82 283 человека было прописано. И, конечно же, здесь необходимо сказать, что вот этот период, это все-таки, с одной стороны, конечно же, мы можем говорить о том, что, да, власть ослабела, наметились процессы демократизации, либерализации в стране, но, конечно же, нужно говорить о беспрецедентных усилиях активистов национального движения, об их жертвенности. Здесь, конечно же, нам вспоминается и Таманский поход, и множество демонстраций, которые сотрясали места проживания крымских татар буквально везде. В Узбекистане, в Бекабаде, в Ташкенте, в Маргелане, в Краснодарском крае, где уже существовала довольно большая община крымских татар, в Запорожской области, вот где я жила на тот момент. И, конечно же, в Крыму, где крымские татары, которые чуть раньше смогли вернуться, и которые, их действительно можно назвать по праву героями, вот тогда, конечно же, вот этот самый миф о том, что добрый Михаил Сергеевич вернул крымских татар на родину, конечно же, мы понимаем, что это не более чем красивый миф, потому что, конечно, крымские татары за счет своих вот этих самых героических усилий, за счет желания и единственно, такого, я бы даже сказала, императива в некотором смысле, такого категорического, жить только на своей исторической родине, добились вот этого самого возвращения. Они продавали за бесценок дома в Узбекистане, потому что они, конечно же, обесценились. И в то же время там жилье в Крыму было
дороже, дорогим, землю по-прежнему не давали. И вот таким образом, конечно же, вот проблема вот этих самых самовозвратов, она существенно осложнила и первые годы саморепатриации крымских татар. И, конечно же, нужно сказать, что вот это та больная проблема, которая на протяжении долгих лет не решалась и руководством Украины, и, может быть, в определенном смысле, хотя крымские татары, ну вот как показывают нынешние события, в своем большинстве были и остались верны украинскому государству, так ментально. Но, конечно же, если бы эти проблемы, да, насущные проблемы крымских татар решались властями, то я думаю, что сегодня Крым так бы и оставался украинским, и если бы вообще власти с пониманием относились, в том числе и к государственническим устремлениям крымско-татарского народа, но тут, наверное, уместно уже сказать и о событиях 91 года, потому что они, конечно же, очень нам важны. Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир. В эфире радио «Крым Реалии». И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и моей сегодняшней гости Гульнарой Бекировой. Но те, кто внимательно слушают наш цикл, конечно, уже знакомы с понятием первого Курултая крымских татар, состоявшегося в 1917 году. И вот теперь 1991 на дворе, и происходит не менее эпохальное событие в жизни этого народа. Второй Курултай крымских татар, который, с одной стороны, завершает вот эту основную ветвь, основной такой процесс самовозвращения из мест депортации, а с другой открывает новую политическую историю крымских татар в новом Крыму. Вот как происходил этот второй Курултай и с чем на него пришли и с чем после него вышли крымские татары? Ну, наверное, все-таки нужно начать немного раньше, потому что если бы не случились события чуть-чуть более раннего времени, то, возможно, бы Курултая бы и не было. Просто в нем не было бы необходимости. Но в начале 1991 года произошло событие в жизни Крымского полуострова. 20 января 1991 года был проведен референдум о преобразовании Крымской области в Крымскую АССР по территориальному признаку как субъекта СССР и союзного договора. 12 февраля 1991 года сессия Верховного Совета УССР приняла закон о восстановлении Крымской автономной Советской Социалистической Республики. В составе Украины. В составе Украины, разумеется. Учреждаемая автономия образовывалась как территориальное образование, тогда как крымские татары настаивали на национальной автономии. И крымские татары бойкотировали референдум. Центральный совет ОКНД выступил с несколькими заявлениями протеста против наскоро воссозданной крымской автономии. Вот, цитирую один из документов, один из тезисов. Вместо восстановления незаконно ликвидированной при режиме Сталина государственности крымских татар на их территории создана еще одна русскоязычная республика. Однако, несмотря на все протесты, результаты референдума остались в силе, и это было, пожалуй, одно из самых болезненных поражений крымско-татарского национального движения. Таким образом, мечта нескольких поколений крымских татар о национальной автономии так и осталась несбывшейся, и замечу, что и сегодня она не осуществилась, несмотря на многочисленные усилия. В условиях, когда крымские татары вновь оказались чужими на своей родине, идея консолидации народа оставалась не менее актуальной, чем раньше. И, пожалуй, это было той иррациональной предпосылкой, которая инициировала проведение национального съезда Курултая. Целью его была обозначена как объединение всех интеллектуальных, духовных, экономических сил народа для скорейшего решения проблем, прежде всего, возвращения на свою родину и восстановления государственности. Основной задачей Курултая были названы определение путей решения национальных проблем и выборы постоянно действующего органа Меджлиса.
Подготовка Курултая 1991 года началась задолго до его проведения. 8 марта 1990 года на заседании Центрального совета ОКНД была образована рабочая группа для изучения возможности проведения Курултая. 23 сентября прошло учредительное собрание Организационного комитета по подготовке Курултая, в который вошло 36 человек. Председателем был избран Сервер Амеров. Была определена структура оргкомитета: Центральная избирательная комиссия, редакционная комиссия и организационное бюро. Оргкомитет утвердил положение об организации выборов делегатов на съезд крымско-татарского народа, формы бланков, рекомендовал образец протоколов. Избирательная кампания проводилась с октября 1990 по май 1991. Члены оргкомитета провели многочисленные встречи с соотечественниками в Крыму, Херсонской области, Узбекистане, Таджикистане, Москве, Краснодарском крае. Подавляющее большинство крымских татар поддержало идею проведения съезда, считая, что посредством участия в выборах делегатов появляется возможность непосредственно влиять на решение жизненно важных для всего народа вопросов. Против проведения Курултая выступила группа Юрия Османова, уже упоминавшаяся мною НДКТ. Она вела усиленную агитацию на местах, призывая соотечественников саботировать выборы. Настороженную, даже враждебную позицию с самого начала подготовки национального съезда заняли крымские власти. На основании опубликованных в печати проектов документов власти заявили, что в них предусматривается создание независимого национального парламента и параллельных структур власти. Они отказались дать официальное разрешение на проведение Курултая и скрепить своей печатью приглашение оргкомитета по проведению Курултая для зарубежных гостей. В ответ на это 30 мая 1991 года несколько сотен крымских татар провели в Симферополе демонстрацию протеста перед зданием Совмина Крыма. И это вынудило власти выдать официальное разрешение на проведение Курултая, но с оговоркой, что если там будут приняты решения о создании параллельных структур власти, то полную ответственность за это понесут организаторы Курултая. Итак, делегатами Курултая были избраны 255 человек в Крыму, 129 в Узбекистане, 88 в Казахстане, 1 в Кыргызстане, 4 в Таджикистане, 3 РСФСР 16, Украине, кроме Крыма, 9, Литве 3 человека, Латвии 1 человек, а также в Сухуми 1. Курултай проходил в Симферополе с 26 по 30 июня 1991 года, и он вошел в историю, как вы верно отметили, как второй Курултай крымско-татарского народа. Первый Курултай крымско-татарского народа состоялся в ноябре-декабре 1917 года в Симферополе и был распущен 22 января 1918 года Крымским областным военно-революционным комитетом. И тем самым подчеркивалась преемственность между этими событиями. Итак, 26 июня 1991 года заседание Курултая открыл глава оргкомитета Сервер Амеров. После исполнения гимна крымско-татарского народа «Антет Кенмен» и благословения имама со словами приветствия к делегатам обратился старейший участник национального движения, 94-летний Мустафа Халилов. Отмечу, что на Курултае помимо делегатов было много почетных гостей. Среди них давние друзья крымско-татарского народа, правозащитники Александр Лавут, Генрих Алтунян, Александр Подробенник, Григорий Александров. На съезде были аккредитованы 74 журналиста, в том числе 10 иностранных. То есть только вдумайтесь, да, какова степень организации этого мероприятия. Что, опять-таки, очень важно – второй Курултай крымско-татарского народа принял несколько основополагающих документов: Декларацию о национальном суверенитете крымско-татарского народа, обращение ко всем жителям Крыма, обращение к крымско-татарскому народу, обращение в ООН, обращение к президенту СССР, ну и ряд других документов. Декларация
о национальном суверенитете крымско-татарского народа, она и сегодня, на мой взгляд, довольно часто трактуется превратно. На самом деле речь шла не о каком там отделении или о сепаратистских настроениях, как пытаются сегодня некоторые, в буквальном смысле татарофобы, трактовать это заявление, а о восстановлении государственности крымских татар в составе Украины, о чем, собственно говоря, и говорилось. Курултай избрал Меджлис крымско-татарского народа. Председателем Меджлиса стал Мустафа Джемилев, и он оставался бессменным его руководителем до ноября 2013 года. А заместителем его тогда был избран Рифат Чубаров, нынешний председатель Меджлиса крымско-татарского народа и президент Всемирного конгресса крымских татар, и оба они сегодня народные депутаты Украины. Таким образом, подытоживая вот этот самый, на мой взгляд, в общем-то, славный 1991 год, и говоря о том, что все-таки значение этого самого второго национального съезда трудно переоценить, нужно сказать, что проведенный спустя 74 года после первого этот национальный съезд лучших представителей народа стал символическим проявлением победы крымско-татарского национального движения и народа, воскресшего подобно Фениксу. Дальнейшие события всем нам хорошо известны. Сначала скажите, как отреагировала власть на принятие этих решений, потому что в конечном итоге Советский Союз-то еще полгода формально жив, и нельзя же было пропустить мимо ушей такие заявления. Вот центральное руководство и украинское руководство СССР, они приняли к вниманию, запретили, наоборот, приветствовали? Конечно же, не приветствовали, конечно, скорее приняли ко вниманию, не запретили, не посадили, не сочли там сепаратизмом. Но я думаю, что тогда как раз стало понятно, что, по крайней мере, крымским властям, что, во-первых, крымские татары, как единая, как политическая нация, имеют свои органы самоуправления, что с крымско-татарским народом нужно считаться и по меньшей мере вступать в диалог с представителями Курултая дефис Меджлиса, как постоянно действующего между Курултаями органа, что это все-таки демократическая и демократически избранная структура национального самоуправления. Да? И, в общем, в принципе, последующие события подтвердили, что даже те люди, кто с недоверием в Крыму относились к этому самому Курултаю и к активистам национального движения, впоследствии в значительной степени пытались по мере сил решать насущные проблемы крымских татар. Да? Но другое дело, что, по крайней мере, центральные власти, это уже скорее, наверное, проблема украинского государства, они всегда были настроены так несколько двусмысленно, но надо, конечно, сказать, что при Леониде Кучме, президенте Украины, Меджлис был легализован как Совет представителей крымско-татарского народа при президенте. То есть, по сути, получил некую такую легализацию. Поэтому, когда некоторые недоброжелатели говорят о том, что это незаконный орган и все такое прочее, почему-то всегда забывают об этом. Но, в общем, здесь, конечно же, нужно сказать самое главное, что это все-таки демократический орган. И я не случайно так подробно останавливалась на процессе выборов, на том, как, в общем-то, эти структуры функционируют. Это говорит о высоком уровне самоорганизации крымско-татарского народа. И сегодня, кстати сказать, это беспрецедентное сопротивление ненасильственное, которое оказывают крымско-татарские активисты в Крыму, это тоже следствие и результат, хорошего обучения в этой самой школе национального движения, то есть периоде, о котором мы знаем, и о котором мы сейчас говорили. И, например, крымская солидарность, это мое глубокое убеждение,
это просто такой сын или потомок или дочь вот этих самых структур крымско-татарского национального движения, инициативных групп. И вот то, как они, например, следят там за судами. Вот сегодня, да, мы опять следим за событиями, новые суды происходят. И уже Крымская солидарность постоянно обновляет информацию. Но сегодня другие коммуникации, конечно же, не было таких возможностей у активистов национального движения, но меняются инструменты, меняется инструментарий, а цели движения остаются. Что ж, на этом мы будем ставить точку. Гульнара Бекирова, кандидат политических наук, крупнейший в Украине знаток крымско-татарского национального движения. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Самое крымское в мире радио Крым Реалии не прощается с вами. До скорой встречи.